Салам алейкум. Так, сегодня воскресенье, выходной, то есть уже полдень, час дня. Хочу прогуляться по городу. У нас здесь небольшой город, городишко. И сниму я видео такое короткое. Во-первых, сейчас я последнее видео снимал. Там в основном спрашивают молодые. Я так смотрел, аудиторию смотрел. С 25 до 30 примерно. И с 30 до 40 лет. Но это молодые в основном. Я так считаю. Вопрос такой задают. А как мне поехать в Европу? Я вот строитель, типа. А ты у него спрашиваешь, ты какие документально, как ты можешь обосновать свои вот эти, свою профессию? Так у него никаких документов. Ну, если вот так поставить себя на место консула, он же на что будет надеяться? Он же тоже человек. Допустим, ты на работу куда-нибудь идешь устраиваться, тебя же спрашивают, кто ты, какие документы есть, какие навыки есть. А ты в другую страну, тем более в Европу едешь, там обязательно спрашивают документы. И, во-первых, для визы диплом нужен. Диплом, по сути, не котируется. У нас СНГовские дипломы не котируются, они здесь в Европе, но вот эту преграду, чтобы визу получить, можно. Я отдельно могу написать, как я получал этот самый документ делал, вернее, и документ для визы делал, и то есть корочку получал я сварщика. Сварщика я позже, наверное, лет 40 получил даже. Я сначала в Питере работал разнорабочим, потом сначала пошел, я что попало делал в этом же производстве, потом сборщиком стал, потом листогиб, на станке листогиба там научился, потом на порошковую покраску, потом на сварку. Ну, то есть пока вот эту пока документ делал, мне помогли действительно в производстве. Они разрешали мне идти на курс там, сбегать. Расписались за мои часы, типа помогли. Ну, это уже самое другое видео могу снять. Ну, что я хотел сказать. Вот для визы, например, у меня 2 отказа было в Польшу до этого. Но у меня документы я показывал до сварщика, я показывал реставратор антикварной мебели. Но у меня там обоснованных документов таких-то не было. Диплома не было, во-первых, я учился. Я там рекомендательное письмо получил там с фабрики. Ну, это же тоже, согласитесь, тоже не обоснующее, то есть, да, не подтверждающее твои навыки. И мне отказали. Второй раз я на апелляцию подал, тоже отказали. А потом через год, по-моему, или через 2 опять пересдача. Но уже подготовлен был. У меня и диплом сварщика был, и опыт. И то есть я на фирме работал 2 года, по-моему. Ближе к 2 годам у меня стаж уже был. Поэтому для визы обязательно требуется документ, корочка. Когда на консультации с консулом, или он проверяет твои документы,
я так понимаю, у них очень важная тема, что человек там будет работать и вернется, то есть не останется там. А это что? Это дети. Я прикрепил и детей тоже, вот паспорта, там свидетельство о рождении детей. Еще такой нюанс. Там показывают, по-моему, 600 евро надо показать вроде бы. 600 евро на первое проживание. Официально у них написано. Но у меня не хватило до 600 евро. У меня там 500 с чем-то было. Я не нашел 600 евро. То есть то, что не хватало. Ну, я не была, я отдал. Я искал там в последний момент. Бегал, крутился. Не нашел я этих денег. И отдал. Ну, прошло. То есть я что хочу сказать. Вот некоторые нюансы не принципиальны. Вот они тоже анализируют вот это. Все смотрят. Так что надо документы обязательно готовить. А на курсы сейчас, что я по возрасту хотел отметить. Сейчас же молодые парни рвутся в Европу, например. У него время есть. Ну, сдай ты вот этот курс, да? Иди запишись на какой-нибудь курс, например, по своему интересу, да? Сварщик, там, или электрик, да? Сейчас, кстати, у меня курс был частный при госконтроле, но у них, наверное, вот эти частные, вот эта отметка, вот эта печать у всех есть, наверное. И вот этого хватило. То есть ты можешь сдать, а потом работай где-нибудь, где хочешь. Ну, желательно по профессии, по той профессии, которую ты сдал, да, вот на корочку. И ты там на производстве можешь получить даже печать. Вот отработанные дни, вот это подтверждение. У тебя стаж будет. А если вот это первый, я думаю, вот это первое, то, что по профессии. А ты, если приедешь, ты будешь надеяться на то, если у тебя профессии нет, то будешь надеяться только на агентство или посредников. А там, как ты будешь с посредниками? Там либо большие деньги будешь платить за каждый документ, либо вообще надежды не будет. Следующее, то, что ты, если получишь визу, допустим, у тебя вот этот документ не будет котироваться, ты должен опять здесь пересдавать или получать евростандарт документ. Ну, без этого документа здесь сложно работать, без корочки. Ну, есть свои нюансы, но в основном вот так. Требует вот эту корочку, или тест ты должен пройти. А тест — это еще другая тема. Ты должен уметь варить то, что они хотят, как хотят. Например, вертикальный там сварщики. А у нас в основном, я так понял, с СНГ приезжают 90% не соответствует стандартам. Это вот с Украины или с России вот действительно есть многие самые профессионалы. А у нас СНГовские, ну, обижаться не будем. Нету таких профессионалов. Мало, очень мало профессионалов, которые едут. Он в основном, даже если такой профессионал, я думаю, он, наверное, и дома может заработать деньги. Зачем ему ехать в Европу? Аргон, например. Или там сварка толстого металла. Так что по приезду здесь надо тоже руки набивать.